Салют, доста. Рад вас видеть, рад вас слышать. Сегодня мы поговорим о Кара Жума, о Черной Пятнице. На самом деле я возмущен, зол, расстроен, обижен и еще куча разных тому подобных слов, потому что я чувствую, что меня наебали, просто вот взяли и обманули. Наябсики! Наябсики! Давайте немножко разберемся изначально, что такое Черная Пятница. This gonna be enough cards? Maybe. Baby cells 14, here we go, and then unlock the door. Она появилась в Штатах примерно в 60-х годах прошлого столетия, да? И в чем заключалась вообще эта распродажа, в чем был ее смысл? Это как для них это Для них это предрождественские скидки, да, то есть чтобы все могли купить подарки на Рождество и так далее. Черная Пятница, она обычно с 23 по 28 число, следовательно, в период этих чисел, ну, ноября, в какой день выпадет пятница, да, и будет Черная Пятница. Вот она выпала в этом году 23 числа. Вот, так она не всегда. Ну, вы поняли, да, короче, как с Хэллоуином или с чем там, да. Вот. Ну так вот, в чем суть-то? Фишка получается в том, что человек, который приходит в Штатах в магазины, где вот эта распродажа, он получает скидку не только на тот товар, который не востребован, который нужно слить, который не продается, а на все. А для людей, которые пришли еще и первыми, для них там вообще не скидки, блин, в 90-99%. В прошлом году 26 человек погибло и 461 был ранен. Этой зимой торговый центр дает 80% скидки первым 30 покупателям. Они с ума сошли, это же будет кровавая баня! То есть, по сути, бывали случаи, когда вещи стоимостью в $1000 продавались за 5-10 долларов, да? Естественно, магазин шел себе в убыток, но в убыток именно с данным товаром, а так в целом он, конечно, получал прибыль в связи тому, что в Америке вообще 20% всех розничных продаж за год именно осуществляются в период с Черной Пятницы по рождественские праздники. Черная Пятница. Ой! И люди уже начинают готовиться. Мы обычно занимаем очередь в 3 ночи. Обмазываемся свиной кровью, чтобы легче было проскользнуть между людьми, когда двери откроются. Мы каждый год сюда приходим, это семейная традиция. А в прошлом году нашей младшей дочери наступили на голову и раздавили. Но в память о ней в этом году мы сами наступим на голову какой-нибудь другой девочки. Если кто-то думает, что сможет меня обойти и не даст мне купить подарки детям на Рождество, пусть поцелует меня в мою вонючую киску, потому что я всех размажу! Смотри, вот примерно вот так это происходит в Штатах. Там даже люди не связанные. Нет, там даже люди не связанные с розничной торговлей получают выходной. Вы понимаете, они получают выходной, они не работают. Ну, те, кто, естественно, не продавцы или там не заняты именно спецификой, где продажа. Вот, чтобы успеть пойти и закупиться. Вообще, на самом деле, было много случаев, когда люди страдали. Кого-то просто затоптали. Очередь на Черную Пятницу отменяется, вплоть до Дня Благодарения. Не, ну мы ж только стояли уже, так нельзя! Спокойно. Чтобы сохранить места в очереди, вы получите браслеты. О, господи, господи! Дай сюда! Назад, все назад! Будете так себя вести, не получите браслетов. А ну, назад!
Я куплю своему сыну куклу Элмо, тварь! Нет! Понимаете, ажиотаж, потому что там реально настоящие скидки. Там ты действительно можешь мечтать, например, о каком-то крутом, дорогом девайсе, на который у тебя просто, нет возможности у тебя его купить. И ты приходишь в Черную пятницу и успеваешь его забрать по нереальной скидке. Вот так все происходит. Охранники там готовятся, просто для них это культ целый. Они боятся этого дня, безумно боятся. Теперь давайте вернемся к нашей пародии на Черную пятницу, якобы Черную пятницу. Прикольно, что у нас делают скидки. Единственное, что я бы хотел сказать, что у нас более-менее настоящие, это рассрочки на 2 года. Вот, да, их дают. Дают реальные рассрочки на 2 года, и как бы все. На этом все. Цены меняются с 50 тысяч на 48 500. Товары, которые и так хорошо продаются, не будут никогда со скидкой. Ребята, вы чё? А там, где вы видите минус 50 и минус 60, 70%, это товар, который изначально был с очень большой накруткой. Товар, который достаточно долгое время не продавался. Поэтому в нашем же случае Черная пятница выступает как что-то вроде: у тебя накопилось много всякой херни, тебе нужно ее слить, а Черная пятница хороший для этого предлог. Это очень обидно, меня это очень расстраивает, потому что пиздец. И мы не видим вообще никаких скидок, такое. А еще у нас взяли привычку, я не знаю вообще, что это за бред, но делать Черную пятницу чуть ли не ежемесячно. Я знаю, что Технодом, насчет Сулпака говорить ничего не буду, потому что, правда, не знаю. Но Технодом любит так вообще Черную пятницу устраивать чуть ли не каждую неделю. У него Черная пятница, что на самом деле это фигня полнейшая, потому что цены, нету скидок, зачем вот этот пыль в глаза? А еще знаете, что обидно? Народ-то ведется, блядь, люди-то едут, с аулов едут, блядь, татешки едут. Сегодня ведь столько татешек видел в Технодоме. Ходят с детьми, она приехала внуку телефон, блядь, купить, и она думает, что сейчас я своему балачке куплю мобильный, там, за 30 тысяч, да, который хороший, блин. Она едет, хер пойми откуда, блин, с этими деньгами, довольна, думает, вот, по радио слышала, по телевизору говорили, что скидки будут. А в конечном итоге приезжает и покупает говно какое-то, где написано, что 34 зачеркнуто, стоит 20. Хотя на самом деле этот телефон уже в Алиэкспрессе можно купить, блин, тысяч за 13, за 12. Вот так у нас все это работает. И конечно, обидно. Конечно, я понимаю, что ни один продавец даже в Штатах не будет работать себе в убыток. Это все делает, люди на этом зарабатывают огроменные деньги, да? Это понятно, но не нужно же так борзеть, блин. Вот что из себя представляет Черная пятница. Хотите, сходите, может вы что-то найдете, может вам реально нужна какая-то туфта, которая стоит там 100 тысяч тенге, и именно сегодня будет стоить 30-ку. Идите, сходите, посмотрите, но в целом это пустая трата времени.